Всем добрый вечер, добро пожаловать, Марша Доуэла. Мы продолжаем нашу серию реакций на важные события, мировые события. Начнем, пожалуй, с темы 33-й годовщины официального провозглашения Чеченской Республики Ичкерия. Я сразу передам слово старшим. Начнем с Хусейна. Хусейн, твое слово. Ну, я бы попросил кого-нибудь зачитать указ президента Чеченской Республики Ичкерия, потому что у меня его сейчас на руках нету. Давайте, Или, может быть, я есть. зачитаю, Сейчас. если вы не Ну, против. Да. Давайте. В общем, я дословно зачитаю, Мгм. чтобы не было никаких кривотолков по поводу текста там или указа. Указ, значит, президента Чеченской Республики о государственном суверенитете Чеченской Республики от 1 ноября 1991 года. Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете республики и волеизъявлением граждан Чеченской Республики, выраженным прямыми и общими выборами, объявить о государственном суверенитете Чеченской Республики с 1 ноября 1991 года. Президент Чеченской Республики, город Грозный, Джохар Дудаев. Это было, значит, надо подчеркнуть, что 27 октября прошли первые выборы в парламент нашей республики и Выборы президента и парламента. выборы в президента. И вот на этих выборах в первом же туре с большим отрывом, ну, там было 4 кандидатур, и вот с большим отрывом, значит, там 90% проголосовали, из голосовавших проголосовали за Джохара Дудаева. Это был феноменальный, значит, случай, когда свободная, независимая Чеченская Республика, значит, провела под наблюдением, кстати, представителей и общественных, и государственных организаций из 27 стран присутствовали на наших первых выборах. Ну, правда, это большинство из них были представители из бывшего Советского Союза, и тем не менее, факт в том, что и представители с России тоже были. Наблюдатели, имеется в виду, и признали эти выборы нормальными, легитимными. Никто не спорил о независимости Чеченской Республики. Надо сказать, что после этого, значит, первого числа, 1 ноября, вновь избранный президент Джохар Дудаев вот этот первым же указом 1 ноября издал этот еще до инаугурации. Инаугурация была 9 ноября. А вот первый указ вышел 1 ноября. И на первом заседании парламента, которое было 2 ноября, 2 ноября первый раз собрался чеченский парламент, на котором, значит, утвердили вот этот вот указ президентский, и уже он все формальности, независимое государство чеченское прошло, официальные институты подтвердили это, и законность была неоспорима. И никто с этим не спорил. Я возвращаюсь к войне, которая произошла через 3 года. Это было вероломное нападение России на независимую Чеченскую Республику, которую они-то, в общем-то, и признали. И законно признали и выборы. И вот на первом заседании парламента утвердили этот указ уже,
который издан был президентом. И после этого приступили к разработке, ну, комитеты и комиссии приступили к разработке нашей Конституции, которую закончили они. К марту, там, 12 марта уже издали, и уже, точнее, 12 марта уже мы, наше государство, жило по нашей Конституции. Уже в газетах, везде текст уже Конституции нашей был уже издан. И, в общем, мы уже вышел указ о том, что наше государство живет по Конституции, ну, это уже на следующий год, в 92 году, в марте, 12 марта, мы уже начали жить по Конституции Чеченской Республики. То есть через 5 месяцев уже Конституция... Да, в общем, я хочу сказать, наш парламент очень серьезно поработал. Кстати, образцовую Конституцию разработали они. И демократическая, светская, капитальная Конституция, которая, в общем, защищает все права и свободы граждан нашей республики. Разработали все статьи по судам, Верховному и Конституционному суду, по, значит, парламенту, по президентскому институту, ну, в общем, по многим, по правам и свободам наших граждан, по самому функционированию отдельных институтов и самого нашего государства. В общем, работа была сделана замечательная вот за эти 5 месяцев. Ну, мы говорим о том, что независимость наша была провозглашена 1 ноября, и сегодня 33 года, как это, ну, дата такая серьезная, по большому счету. Вот Нашему государству 33 года. 33 года нашему государству, да. Вот Да, мы- нашему государству 33 года. Я бы хотел вспомнить, да, вот эти времена, когда произошло это знаменательное событие для чеченского народа. Я помню ликование народа. Весь народ вышел на улицу. Это такое чувство, да, как будто вот в советское время, помните, были коммунальные квартиры, где в одной квартире жили 5, 6, 7 семей, там пользовались одним туалетом, ванной, на одной кухне готовили, гадили друг другу, там все время скандалы бывали. То есть и вдруг эти люди получили как бы отдельно вот свой частный дом или что-нибудь такое, как бы это было, были осчастливлены эти люди. Точно таким же образом наш народ был осчастливлен тем, что мы наконец-таки смогли вот это долгожданное веками исторический, как бы долгожданный вот этот момент, когда мы приобрели, имели возможность приобрести национальное государство, создать свое национальное государство, быть хозяевами на своей земле. Я помню вот эти моменты, как, например, одни из лучших, одни из самых счастливейших моментов моей жизни. эти годы, да? Именно эти годы самые счастливые для меня. До 1994 года, когда началась Первая русско-чеченская война, была самая настоящая демократия на нашей земле, экономически, по-всякому, по всем параметрам мы были на очень хороших параметрах, и даже я могу точно сказать, что Российская Федерация экономически была намного слабее, чем Чеченская Республика Ичкерия на тот период, потому что в Российской Федерации мы, вот, если вспомнить, да, более молодое поколение не помнит этого, люди стояли в очередях, там есть нечего было, падали в обморок, там пенсии не платили, ничего не было в России абсолютно. А у нас, наоборот, из Российской Федерации, из ближайших республик ездили покупать хлеб у нас. Я помню буханку хлеба, да, вот в этот период, ну, если так на хлеб переводить, это основная пища как бы советского времени, да. У нас стоил хлеб 1 рубль, буханка хлеба стоила, в ближайших республиках буханка хлеба стоила 16 рублей. Вот такая огромная разница была в ценах.
продукты питания и продукты бытовые, там разные там ткани и так далее, они все это дело завозилось, ну, летали самолеты, Эмираты, там разные, за границу завозили товары в нашу республику. В общем, экономика была на нормальном уровне, люди имели рабочие места, самое главное, да, каждый человек мог при желании выйти на улицу, заработать деньги. Коммунальные службы в начале, если они не работали, то уже к 93 году начали организовываться такие фирмы, которые там, по уборке города, по вывозу мусора, там, по всяким делам организовали, ну, уже как на коммерческие рельсы начали экономика переходить. И был хороший прогресс, который из Москвы показался не очень хорошим для Москвы, для подражаний, для других регионов. И Россия естественным образом решила этот процесс для нас остановить. А так президент Джохар Дудаев, которого поддержал весь народ на тот период, я помню это ликование просто, при поддержке такого огромного числа народа, был сильным, во-первых, сам президентом, и очень грамотным, и политически здорово подкованным. Он четко знал весь путь, куда мы идем, как мы идем, и строил вот этот хороший путь для того, чтобы нас вывести, нашу республику, в одну из таких передовых постсоветских республик, но стран как бы новообразованных. Но, к сожалению, вот получилось то, что получилось. Россия организовала первую русско-чеченскую войну, напала на нас, и там 4 года независимости, потом войны. Я как раз вот хотел про это спросить. Вот вы ровесники с Романом, и вам примерно вот 35-34 года, да, это время. Как вы вспоминаете вот настроение в народе? Вот была ли действительно такая поддержка вот этой независимости? Была ли поддержка Дудаева? Ну, я-то в этом особо не сомневаюсь, да, просто есть, часто слышатся мнения такие, что вот они все, не все было так, что при Дудаеве были там сложные времена, там был криминалитет и все такое. Эта критика звучит как от русской стороны, так и от, скажем так, на то время оппозиционной чеченской стороны. Вот вы можете вспомнить, какое было отношение, вот какое было настроение в народе и как ко всему этому относились? Роман. Ну, по большому счету, вот в чеченском народе это, наверное, издавна вот это живет вот это желание быть независимыми, свободными, отдельным государством и так далее. Ну, если не самим чеченцам, то хотя бы в союзе с кавказскими народами. Такие желания и планы, по большому счету, были всегда. Они где-то там в кулуарах, где-то там за углом, там шепотом на кухне, где-то такие беседы во все времена велись. Но что касается, когда это произошло, когда вот все началось в Москве, вот эти вот все эти перестроечные процессы, которые закончились ГКЧП и так далее, митинги вышли. И все это в результате, ну, у нас же параллельно в 90-м году был Всемирный съезд чеченского народа, вторая сессия которого через год была, там провозгласили, что это общенациональный конгресс чеченского народа и переименовали в ОКЧН. А вообще фактически в 90-м году со всех концов света съехались чеченцы, и на этом съезде же было, в общем-то, утверждено, провозглашено о независимости и так далее. И потом все это вот набирало обороты и, в общем-то, вот вылилось в то, что наши государственные, официальные, законно избранные институты уже утвердили, провозгласили.
ну вот указом президента, потом это суверенитет. Я хотел сказать, что вот в этой атмосфере, вот Хусейн упомянул о том, что экономически там организовали чартерные рейсы в Турцию, в Китай, и вот этот вот люди чартерными рейсами ездили в эти страны, набирали там ширпотреб, и все это продавали, и по большому счету получилось так. У нас надо еще сказать, что после Советского Союза у нас остались наши предприятия, наш Грозный был промышленным центром Северного Кавказа. Это очень мощный индустриальный центр был. И вот эти вот крупнейшие заводы, нефтеперерабатывающие заводы, там, автопром, это Холшинах, медицинских инструментов заводы, радиозавод, там Красный Молот, металлургический. Вообще мощные заводы были, крупнейшие предприятия. 3 нефтеперерабатывающих крупных предприятия. Ацетоновый в Волшинах, завод этот. Потом химкомбинат, химзаводы. И краски делали, и линолеум делали, и всякие полиэтиленовые изделия. Одним словом, я хочу сказать, что кроме того, что привозили, еще производство наше работали. И в связи с этим у нас наш рынок, оптовый рынок, был на Северном Кавказе центром, где скупали все Пятигорск, там, Дагестан, Кабардино-Балкария, Осетия, Ингушетия. Все приезжали в Грозный и в Гудермес скупать продукцию, понимаете, оптом. До того мощно. Потом все это за счет войны, конечно, все разрушили, уничтожили, и все изменилось сильно. И в оккупированной Чеченской Республике строят, разрушив все производства. Вот надо опять к энергетическому, значит, нефть разобрать. Вот ты сказал про хлеб, Хусейн, очень четко, это в 16 раз дешевле хлеб был. Это же колоссальная цифра, колоссальная. Продукты были дешевле, чем везде, потому что завозили и сами выращивали. У нас всегда с землей, короче, там помидоры, огурцы, с этим делом у нас всегда нормально было. С землей работать умели. Огородные вот эти, С землей работать умели, говорю. Да, всегда чеченцы в этом отношении трудяги, как муравьи. Но что касается, вот я хотел вернуться вот к нефти. Вот этот вот бензин на заправках стоил тоже дешевле, чем вокруг, в других регионах. Вот в этот период. Но нужно это тоже подчеркнуть, это очень серьезно. Здесь заправлялись люди, покупали побольше там и так далее. В общем, одним словом, так, жили, такой период был нормальный. В общем-то, если бы развитие, если бы не война, если бы Россия со своей агрессией не вмешалась бы. Кстати, еще надо подчеркнуть, ни в какой ваучеризации в этого постсоветского союза, ни в каких этих делах не участвовала Чеченская Республика. Я не говорю уже о других долгах за то, что они уничтожили и разрушили наши все предприятия и так далее. Мы не участвовали ни в какой приватизации, ваучеризации, я имею в виду общее постсоветского пространства. Мы свое государство суверенное строили по своим законам, демократическим. И это было прекрасно.
но, видимо, не понравилось там, невидимо, а очень сильно не понравилось это российскому руководству. И вот вследствие этого, конечно, были провокационные. Вот ты спросил, какая атмосфера была. Были некоторые представители российских спецслужб, которые работали, ну, в общем-то, они были спецагентами, они выполняли какую-то работу подрывную. Но все равно общая атмосфера в государстве, люди, каждый гражданин, в общем, был настроен на новую жизнь там, и так далее, за независимые. И, ну, дело в том, что проникли в некоторые институты власти, в исполнительную особенно, люди сомнительные, да и в законодательную, депутатами были избраны некоторые. Работа очень серьезная, последовательная и четкая работа спецслужб России, и это была кремлевская агентура. Это не было такого противостояния внутри, там, оппозиция, чтобы была такая чисто чеченская. Нет, это было привнесенное, и это потом выявилось. Все они сегодня, ну, кто остался живым, вот они пока служат где, кому служат и так далее. Аман, Это показывает, да. давай оставим 1%, ну или там какой-то процент небольшой тем людям, которые не были агентами, но все-таки они были у кормушки, скажем так, при Советском Союзе, и при независимой Чеченской Республике уже у них начали как бы ресурсы из рук уходить, и они были недовольны этой системой. Это тоже понятно, то есть, ну, эти люди... Да не 1%, может быть и больше, я не спорю. Такие во то есть всех такой же процент тоже государствах, везде во был. всех нациях это присутствует. Это нормально, по большому счету, там недовольство, это, но они не были, они не были теми людьми, которые вооруженно идут против своего народа, понимаешь? А тут люди, это вот эти спецагенты, спецструктуры, эти люди, они способны на убийство оказались. Это было ужасно. И надо еще одну вещь. Вот эти вот некоторые преступные элементы, они были засланы сюда, в смысле, с определенной целью, оказывается. Это тоже нужно. Это у нас на интервью Боровой тоже подтверждал. Что... Да, это они, Боровой-то контачил и со структурами, он был именно в этот период во власти и контачил со всеми ветвями власти и общался с самым верхних эшелонах был. Так что он-то в курсе этого. Да? Мама, давай вернемся к этому, вот обратно к провозглашению нашей независимой республики. Я просто суммировал бы то, что вы сказали, потому что это на самом деле очень, очень важно и очень серьезный, как бы, серьезный момент нашей истории. Мы, Чеченская республика, после развала Советского Союза провозглашает свою независимость, уходит от плановой экономики, уходит от социализма, открытый рынок. И чеченцы буквально за 3 года начинают серьезно так вставать на ноги, да, они, при этом у нас, как ты сказал, не было ваучеризации, мы еще ничего не, там никто ничего не приватизировал, люди сами за счет своей смекалки, за счет своей способности, коммерческой способности, там начинают, помимо государства, я имею в виду, начинают прям серьезно на ноги ставить нашу экономику, у нас все хорошо. И это очень не нравится нашим соседям, большому соседу, который не хочет такого примера, да, для других республик, которые, конечно, тоже захотят, как Чеченской республики, последовать захотят. И это также является причиной скорейшего нападения и как бы начала войны. Я правильно суммировал? Да, по большому счету. Ну, если... Антиконституционно.
Там надо просто добавить одну вещь, да, то, что мы говорим, оно происходило в этот период, когда, например, вся вот эта Российская Федерация находилась в очень плачевном состоянии, когда сельское хозяйство, например, не могло обеспечивать горюче-смазочными материалами, фактически весь Северный Кавказ обеспечивался нашей нефтью, да, ну как бы нефтеперерабатывающие заводы, эти предприятия, мы поставляли нефтепродукты, дизельное топливо, масла там разные для сельскохозяйственной работы по своим соседям. Если бы мы могли, если бы захотели или там каким-то образом создать такую ситуацию, там Хусейн, можно я не было бы... помню точно цифру, но там сотни наименований продукции Ну, были. это я основные говорю, это ясное дело, что... Химические производства, да. Да, я имею в виду о сельском, говоря о сельском хозяйстве, когда уборочные, там, когда полевые работы проходили, и нужно было дизельное топливо в основном, и его не было в ну, бывшем Советском Союзе, после развала Советского Союза. Я это хорошо помню, что наша республика поставляла. Помимо этого, вот мы тут не сказали, что каждый гражданин Чеченской Республики Ичкерия, независимо от там, национальности и возраста, да, по количеству человек в семье, получали долю в виде талонов на бензин ежемесячно, да, от этой доли производства нефтепродуктов. Это обязательно было. Потом еще одно такое важное, такое супер важное экономическую такую реформу, которую Джохар Дудаев провел, это была приватизация жилищного фонда. Вот этот жилищный фонд, который принадлежал как бы Советскому Союзу, государству и так далее, то есть был приватизирован, любой человек мог получить частную собственность, что и люди и сделали, да, эти квартиры, коттеджи, в которых они жили. Это было большое достижение, и все даже сегодня, кто там о русских что-то говорит, геноцид, эти все русские точно так же, как чеченцы, приватизировали свои квартиры, свои дома, и уже у них в частной собственности было достаточно солидное имущество к тому времени. То есть, приватизация какая-то была, и приватизация была в том смысле, что те квартиры, в которых жили, Жилище, да. они были Жилищный им фонд. переданы в свое Да. приватное пользование. Да? И Да. также к теме геноцида русских, так, в кавычках, да, которые нам часто в комментариях пишут, то есть эти русские граждане, независимо от их своей национальности, все получили квартиру, в которой они жили. Я правильно? Абсолютно. Тот период у нас и не было, чтобы русские и не русские. Там были граждане Чеченской Республики Ичкерия на тот период. Любой гражданин, независимо от своей национальности, цвета кожи, разреза глаз, являлся гражданином, если он признавал, конечно, являлся гражданином Чеченской Республики Ичкерия. И вот, соответственно, они подпадали под эти законы, под эти реформы и получали все, что получал любой чеченец или любой другой представитель национальности. Да. У Да, в отличие от предприятий, которые не приватизировались у нас, я хочу это подчеркнуть. У нас было созданы условия для того, чтобы открыть любой человек, который способен и есть у него основания, открыть любое предприятие, частное, я имею в виду, там, общество с ограниченной ответственностью или частное предпринимательство и так далее. Вот эти вот совершенно не было никаких преград. Вот этот механизм был упрощен до предела. Но при этом наши государственные предприятия, государства работали, и, как сказал Хусейн, талоны вот, всем гражданам давались талоны на бензин, которые, в общем-то, люди, кто как там обменивал и так далее, у кого там не было необходимости. Но по большому счету вот этот вот бензин, он талоны давали людям, да, это правда. Ну, до войны я еще хочу добавить, что за свет, за газ тоже не платили. Какой-то период для того, чтобы люди могли восстановиться после Абсолютно распада верно. Советского Союза, могли немножко набраться сил, чтобы развить экономику каким-то образом, государство
Коммунальные платил. услуги Да. не Платили, да? Да, это были очень хорошие для чеченского народа прекрасные времена. Например, вот я был все вот из всей моей жизни, да, самый счастливый период именно выпадает вот на этот после распада Советского Союза, когда у нас было государство, где равноправие, демократия самая настоящая. И там защита прав человека, никакого было. бандитизма, ничего абсолютно в этот период не было. Все, что Россия там потом уже на нас вешает, это абсолютно неправда. Даже вот Караулов, есть такой русский один достаточно известный журналист, он приводит статистику, да, и говорит, есть видео, кто хочет, может найти в интернете видео этого Караулова, где он говорит, а он тогда при Кремле постоянно был как журналист, что в Чеченской республике вообще не было зафиксировано криминала, когда в Москве там сколько-то он приводит цифры, тысячи там по сводкам этого МВД. По Чеченской республике криминала не было. Оно и не было. Потом уже перед началом войны 94 года, 90, уже ближе к 94 году, если мы вспомним ситуацию в Москве с чеченцами, когда чеченцев везде там и напрягали, ловили, По хватали. всей России, не только в Москве. По всей России там И люди вынуждены убивали, были. не только хватали, преследовали, убивали. Ну Труп. да, Мы же на похоронах проводили да, часть времени. люди, живущие в Москве, там, таких крупных городах, вообще города России, из-за того, что милиционеры подбрасывали в карман наркотики и какие-то там запрещенные вещества, люди вынуждены были ходить, зашивать карманы, да, и с зашитыми карманами, чтобы вот показать, что у меня ничего нету, чтобы не подбросили просто. Вот такой период был. Потом весь криминал, который работал и жил в Москве или там в других городах, сидели в тюрьмах люди за чеченской, может быть, чеченской национальности, которые когда-то занимались криминалом, всех их выпустили из тюрем умышленно и выслали в Чеченскую республику. Это мы видели то же самое, когда с грузинами, когда до начала русско-грузинской войны, как из Москвы ловили целыми там самолетами грузин, да, работает, живет там, гражданин России, грузин, ну, по национальности грузин, их тоже точно таким же образом выкидывали в Грузию для того, чтобы они там уже, не будучи, ну, становились недовольны той властью из-за того, что они лишились в Москве бизнеса там, или работы, или жилья. Вот то же самое происходило и у нас. Помимо этого, вот пенсионный фонд Советского Союза, там многие люди и не знают, что такое пенсионный фонд, да. Это люди, которые в советский период работали и выплачивали эти налоги пенсионные, они должны были по выходу на пенсию, независимо от того, Чеченская республика, Ичкерия стала самостоятельным государством или любым другим, этот пенсионный фонд обязан был выплачивать тем пенсионерам деньги, которые вкладывали в Советском Союзе. И Россия не выплачивала эти пенсии, да, нашим чеченцам, не выплачивала, но выплачивала там, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, везде, вот рядом по соседству, по границам платили деньги, а в Москве в то же время показывают по телевизору, как в Москве стоят в очереди за пенсией, старики падают в обморок, денег нету, наличного денег нету, денег вообще не платят. Такой страшный контраст был тогда. А делалось это умышленно для того, чтобы вот чеченцам, ну, как бы сказать, а почему вам Дудаев пусть вам платит деньги? Дудаев не должен платить эти деньги, если это пенсионный фонд Советского Союза. Собирал эти деньги не Дудаев же годами. Да, вот таким обманным, как бы обманывая людей, которые не очень разбираются в пенсионном фонде, в политике, в этих делах, они пытались противопоставить народ избранной власти. Когда у них это не получилось, да, там организовали уже военные вот эти, нашли подлецов, вооружили их, Кантемирова, Автурханова, Умара, Хаджиев, Саламбек, ну, и Завгаев, там, и Хасбулатов, и там многие другие. Дар хотел еще что-то добавить.
Ну, мне нечего добавить. Я думаю, Рахман и Хусейн все сказали подробно насчет становления нашего государства. Я просто хотел поздравить наш народ и граждан нашей страны этим днем. Очень важный день для нашего государства. И да, вот я объятки Масери. Амин.